Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Сегодня мы погадаем вот на этой замечательной колоде на такую тему, куда вы сейчас в жизни идете. Ну, такой небольшой раскладик, ваше текущее состояние, почему вы застряли в некой ситуации, какие действия вам нужно предпринять, помощь, которую вы можете или должны искать, и куда вы идете. Такой расклад. Куда вы сейчас идете в жизни? Куда вы движетесь, да? Итак, значит, выкладываем 3 карты, 3 позиции. Видео всегда актуально. Момент, когда вы его нашли и смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, значит, первая позиция, вот такой у нас агат. Вторая позиция розовый кварц. Третья позиция горный хрусталь. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Куда вы сейчас в жизни идете? Можно смотреть 1, 2 или 3 позиции. Итак, значит, наш первый камень. И первая карта, ваше текущее состояние, это Вишудха. Вишудха – это у нас с вами чакра, показывающая, по сути, самореализацию. Да? Поэтому могу так сказать, что вы сейчас пытаетесь реализовать в жизни себя. Вы пытаетесь говорить, вы пытаетесь быть услышанными, вы развиваете свою уверенность в себе, свой голос, свое творчество. Вот. И я думаю, что раз у вас эта чакра сейчас прочищается, работает, значит, вы действительно успешный человек в будущем. Но вы работаете и делаете все не только ради денег, а ради каких-то высших целей. Это очень хорошее состояние, такое одухотворенное. И когда ты действительно можешь быть услышан, когда ты действительно доносишь до людей информацию правильно, и то, что ты действительно хочешь, да, ты доносишь правильно. Хорошо, давайте посмотрим, почему вы застряли в некой ситуации в своей жизни, в какой-то проблеме, в какой-то трудности. Карта соединения. Вот карта соединения показывает, что нужно как можно больше начинать доверять Вселенной. Нужно научиться соединяться, так скажем, со средой своей жизни, да? С той средой, в которой ты находишься сейчас, вот ты должен соединиться полностью от и до. И вам сейчас идет, ну, даже такой, я бы сказала, урок, что ли, что доверяй пространству, доверяй всему, что происходит вокруг тебя, доверяй своему каждому шагу, тому, что ты делаешь, к чему тебя тянет. То есть, почему вы находитесь в какой-то проблеме, скорее всего, просто чтобы принять ее такой, какая она есть, и жизнь такой, какая она есть. Какие действия вам нужно предпринять сейчас в жизни? Это бесконечность. Карта бесконечность показывает летящего орла. Поэтому да, вам в жизни нужно предпринять движение, вам нужно ощутить свободу, вам нужно на все посмотреть с высоты птичьего полета и понять, что да, наша жизнь на самом деле бесконечна, и на самом деле мы, да, в физическом теле находимся какое-то время, но наша жизнь, жизнь души, она бесконечна. Вам нужно принять бесконечность. И вам нужно вот это осознать, что вы часть великого абсолюта. Если вы посмотрите на любые свои проблемы с высоты птичьего полета, вы сразу найдете выход. Вот представьте огромную пробку, вы стоите в пробке. Когда вы стоите в этой пробке, вы не знаете выхода из нее, из этого, так скажем, затора, да, на улице. Но если вы взлетели, вы посмотрели с высоты птичьего полета, вы бы уже увидели, где, значит, выход, да, поэтому и созданы карты, онлайн-карты. Почему они созданы? Чтобы видеть, где выход с высоты птичьего полета, или как лучше объехать, да, и так далее. То есть для этого все и создано, чтобы найти путь, правильно? Помощь, которую вы должны или можете искать для себя. Музыка. Музыка тишины. Вот смотрите, как интересно, да? Музыка тишины. Карта показывает, что иногда нужно уметь поймать тишину. То есть самая главная помощь – это когда ты посидел сам с собой в каком-то пространстве, где нет каких-то гаджетов, да, и ты поймал свои желания, поймал свои ответы. Вот у тебя ответы, они внутри сидят.
ты поймаешь и найдешь свои ответы, если ты посидишь с собой. Но также мы видим дорогу. Видите, дорогу. Может быть, вам нужно отправиться в путь, чтобы побыть с собой в этом вот путешествии, да? Вот когда бывает едешь, смотришь просто куда-то вот на пейзаж, ты же задумываешься. Ты можешь ни с кем не общаться, а ты просто едешь и думаешь. Вот в дороге очень хорошо ловить свои мысли, потому что тебе не нужно пользоваться компьютером, интернетом, работать и так далее. Ты можешь отвлечься, правильно? И ты сидишь, там, едешь за рулем или смотришь в окно, но ты можешь задуматься о чем-то, правильно? И, конечно, ты тогда найдешь ответы. Вот помощь — это самое главное внутри вас. Музыка тишины — это помощь внутри вас, вашего подсознания. Но, опять же, это может быть человек, с которым легко можно помолчать, с которым тихо, спокойно тебе на душе, да? Куда вы идете по жизни? Отпускание груза прошлого. Вы идете в отпускание, вы идете к тому вот с жизни, да, сейчас, чтобы расстаться с прошлым и идти в новое светлое будущее по вот этому мосту. Мост — это тоже символ, это символ между мирами, да, прохода. И когда мы, значит, идем по этому мосту, мы понимаем, что все. Вот мы на другой берег перешли, ну, в другое какое-то место перешли, и мы обратно не должны возвращаться. Мы должны уже идти в следующее измерение, так скажем. Ваше прошлое очень давило на вас, и вы сейчас идете к тому, чтобы его отпустить. Значит, у вас новый этап жизни начинается. Раз начнется новый этап, значит, все будет хорошо. Вы там сможете начать с чистого листа, по-другому, иначе, и действительно самореализоваться. Вы хотите быть услышаны, и вас услышат, обязательно услышат. Ну, такой ответ у нас по первой позиции. У вас, кстати, все карты такие, цвета, заметьте, да? Серый, синий, белый, голубой, фиолетовый. Это все цвета верхних чакр. То есть вот еще об этом задумайтесь. Почему вы на верхних чакрах живете? Потому что вы оторваны от земли. Вот, чтобы сбалансироваться, нужно, конечно, и заземлиться, но вы все делаете не ради материального. Вы уже делаете все ради духовного. Идем ко второй позиции, да? Наш клубничный или розовый кварц. Первая карта — это ваше текущее состояние. Расклад, куда вы идете. Зеркало. А вот это интересно. Вот мир — это зеркало. Вам нужно это помнить, да? Мир — это зеркало. Ты отражаешь. Тебя отражают. Вот, допустим, у тебя есть мысли. Они тут же отражаются на физике, на реальности, да? Все вокруг тебя складывается, как твои мысли вот идут. Поменяй мысли, поменяется реальность, да? То, что ты транслируешь в мир, если ты меняешь это, то вокруг все меняется. Постепенно будет меняться все. Транслируй правильно. Вот сразу же карта говорит, вы начинаете вроде как правильно транслировать. Но опять же, отражение идет, да, реальности. То есть, когда есть такое зеркало, это как зеркальная защита, да. Если на вас кто-то нападает, вы как зеркало отражаете их нападки. Ну, то есть, если стоит зеркальная защита, они видят себя и свой гнев, себя и свой негатив, понимаете? И они его едят, да, и они его себе берут. Потом, значит, зеркало. Это такой очень интересный магический инструмент. Может, у вас способности очень хорошие, яркие. Но самое главное, это вы начинаете понимать, что как мысль ваша устроена, да, так и устроена будет ваша дальнейшая жизнь. То есть вы своей мыслью закладываете свою дальнейшую реальность. Это самое главное здесь. Вы понимаете, что вы зеркало, и что вы многих других отражаете как зеркало. И что мир для вас зеркало. Вы в него смотритесь. Почему вы застряли в какой-то вашей проблеме? Или в куче проблем? Муладхара. А вот смотрите, как интересно, мои дорогие. Муладхара — это самая главная чакра. Это энергия жизни, она у вас что-то с ней блок, значит, раз она у вас, вы застряли в проблемах, значит, у вас блок. Вам нужно прокачивать энергию первой чакры, энергии жизни, любви, страсти к жизни, всего физического, материального мира, да, физического здоровья. Энергия физического здоровья, самое главное, концентрируется в чакре желание жить. Вот эта чакра — желание жить. Красная чакра, самая первая, в районе копчика находится, на желание жить. Оно у вас заблокировано, вы застряли в своих проблемах, потому что у вас не прокачана, заблокирована эта чакра, вам срочно нужно ее разблокировать. Работайте с первой чакрой. Работайте с ней, вы будете работать, у вас энергия пойдет вверх, она пойдет прочищать и другие все чакры, да, и, соответственно, все, соответственно, дальше будет только лучше. Вы будете, как сказать,
И физически, эмоционально здоровы, вы будете привлекать материальное изобилие, энергию в свою жизнь. Если эту чакру разблокировать, человек может буквально все, особенно в физическом смысле, там, не знаю, заниматься спортом, быть здоровым, быть богатым, любить в физическом плане, да? То есть, когда мы видим, что у нас какая-то из этих проблем, значит, чакра заблокирована. Ее разблокируешь, у тебя с материальным миром никаких проблем не будет. Заземляйтесь. Берите прям, вот представляете, как через ваши стопы, вот из центра Земли, да, идет энергия и проходит через первую чакру, через все ваше тело, через все остальные чакры. И выходит через макушку головы. Ну, можно также из космоса, конечно, представлять энергию, которая через макушку головы проходит, через все тело и уходит через ноги в центр Земли. Это тоже можно. Это очень хорошая практика, я вам скажу. Так, хорошо. Какие действия вам нужно предпринять? Ну, в первую очередь, чтобы от проблемы избавиться и от застревания своего. Я и мир. Я и мир. Ну, вам нужно коннект с окружающим миром находить, да? Вы уже поняли, что мир — это зеркало, значит, что все зависит от того, что вы думаете, да? Но также доверьтесь событиям, которые происходят, доверяйте пространству, которое точно знает, что, когда нужно вам и всем окружающим, и всему, что происходит. Вот понимаете, если бы бабочка не доверяла пространству, она бы и не родилась. И не было бы никакой красивой бабочки. Вот есть растения, они все растут как заведенные, да, семена дают и потом умирают, опять растут. Мы видим вокруг все, планеты вращаются вокруг звезд. То есть они же не падают там, да, в космосе никуда. Почему? Потому что в мире есть баланс, гармония. Уже много миллиардов лет, да, там сколько там, 5 миллиардов, что ли, лет, уже Земля вращается, по-моему, вокруг Солнца, да? И будет еще 5 вращаться, допустим, примерно. Говорят, срок жизни планеты, что, 10 миллиардов лет, что ли, такое я читала. Вот, и представим, что она бы взяла да упала куда-нибудь, полетела в космосе не туда, куда-то отцепилась. Так ведь не бывает? В мире все в гармонии находится. А вы такое сознание, да, которое и этого не совсем, не все понимает, да, и когда вы не в гармонии с миром, то у вас как-то все неправильно, да, все начинает куда-то разбалтываться, вы, как хаос во Вселенной. Вот если вы в гармонии с миром, то все идет в коннекте, все правильно, все хорошо. Вот вам нужно с миром подружиться, с вашим внутренним миром, с вашим внешним миром. Хорошо, помощь, которую вы должны и можете искать для себя. Соприкосновение. А у вас, значит, есть вот по этой карте человек, который может вам помочь. Тот, кто хотел бы с вами общаться, хотел бы, так скажем, быть ближе к вам, да? Ну, это во-первых. Во-вторых, и вам тянуться надо к людям, и открываться людям, и общаться больше с людьми. Они вам буквально нужны. Нужно личное общение, не только по интернету. Это важно здесь. Это помощь от людей в физическом мире. Физических, обычных, живых, которых можно потрогать людей. Куда вы идете в жизни? Давайте посмотрим, куда вы идете. Полярность. А вот это вот вообще интересно. Видите, черное крыло, белое крыло. Вот сердце, да? Сердце — символ любви. Вы идете в любовь. Но также вы идете в полярность. То есть в то, чтобы все-таки осознать в себе и светлую сторону, и темную сторону. Понять, что есть середина, у всего есть середина. Что вы не только плохой и не только хороший, а вы всякий. Вы тот, кто вы просто есть, живет, да, и вы всякий. И у каждого человека есть всякие стороны, и это нормально. Вы как будто должны прийти к какому-то балансу в скором времени уже. Но и почему-то к любви. Вот именно к любви. Почему? Потому что здесь есть сердце, да. Вот я как считаю, что у человека по этой карте есть направление. Но сначала он осознает, что он тот, кто он есть, да. И вот это направление вы задаете
вы идете с кем-то по жизни, вы признаете недостатки свои этого человека, вот так, и дальше просто в этой паре, да, вы начинаете достигать, выбирая вот это правильное направление. Есть еще такой момент, что куда бы вы ни развивались, это будет для вас правильно. И вы можете развиваться в две стороны в какие-то. Да? Вот тут черное крыло, белое крыло, две стороны. Но эти, даже бывают противоположные стороны, очень нужны. Пусть даже в две стороны вы будете развиваться, или иметь там, не знаю, два источника заработка или еще что-то. Но в любом случае это важно для вас. И вы можете дальше существовать и сосуществовать с этим миром, зная, что у вас есть разные стороны личности, признаете все в себе, хорошее или плохое, и любые направления, так скажем, вашего развития, деятельности, вашего предназначения. Ну, вот такой ответ у нас по второй позиции. А мы идем к третьей позиции. Расклад, куда вы идете. И, значит, тут у нас горный хрусталь, да. Первая карта – это ваше текущее состояние. Здесь у нас роман мужского и женского. Ну, значит, вы сейчас в любви находитесь, в отношениях, может быть, да. А может, вы пытаетесь в себе прокачать мужскую и женскую энергию, и чтобы они были в балансе. Карта очень хорошая, она четко показывает, что у вас в жизни происходит пара, отношения, или уже приближается любовь, отношения. Да, может, вы заняты какими-то взаимоотношениями сейчас, неважно какими. Вот. Но тут идет объединение энергий, и, соответственно, очень важный такой баланс достигается. Ну и также карта показывает, что человек начинает признавать свою такую сторону личности, да, как сексуальность, может быть, принадлежность к какому-то полу и так далее. То есть это тоже важно, это тоже вот ты себя раскрываешь, как-то ты себя начинаешь понимать, кто ты, что ты, почему ты, как обращаться с собой, как уважать себя, может быть, даже, как любить себя, как любить другого человека. То есть у вас сейчас идет вот в этом плане становление личности. Хорошо. Теперь посмотрим, почему вы застряли, ну, в некоторых своих, так скажем, проблемах, да, или в какой-то проблеме. Вот в чем вы застряли, почему вы застряли. И здесь мы видим карту королева. А вообще королева — это такая интересная карта, да, она показывает, что человеку хочется обрести, ну, свой трон в жизни, то есть свое какое-то высшее место, да. Но он застрял в этом. Почему? Потому что он не может довольствоваться чем-то меньшим. Когда ты постоянно недоволен, ты довольствуешься только, не можешь довольствоваться чем-то меньшим, а довольствуешься только самым высоким, то ты пока не достигнешь этого высокого, ты недоволен, да? Научитесь довольствоваться всем, что есть в вашей жизни прямо сейчас. Дальше эта карта еще может показывать то, что кто-то рядом с вами пытается надевать на себя корону. Слишком сильное эго какого-то человека и слишком сильная власть. Ты находишься как бы под влиянием кого-то, и тебе нужно что сделать? Ну, стряхнуть с себя это влияние, иначе ничего хорошего не выйдет. Действия, которые вам нужно предпринять, давайте посмотрим. Естественный ритм, вот о чем я и говорила, да? Нужно войти в естественность, в естественный ритм жизни. То есть ты человек, ты живешь, у тебя каждый день есть какие-то потребности, желания, просто твоя жизнь. Не нарушай в себе баланса, живи естественно. Не надо ничего преувеличивать, накручивать, добавлять. А так, как есть, и все, да, иди по жизни, по пути, по своему, расслабься, почувствуй естественный ритм Вселенной. Она точно знает, что тебе надо, когда тебе это надо. Просто попробуй доверять пространству. Карта на самом деле очень хорошая. Она показывает, что вам даже, может, действительно нужно где-то побывать на берегу моря, может быть, или на закат посмотреть, да, вот как эта женщина, чтобы точно себя поймать в этом моменте и ощутить естественный ритм. Хорошо, помощь. Помощь, которую вы должны и можете искать для себя. Действие любви. Вот у вас, да, у вас все завязано на любовь, на личные отношения. Поэтому, да, карта показывает, что когда ты не эгоист в любви, ты любишь не для себя, а любишь человека, какого вот он есть, да,
Ты получаешь помощь и от этого человека в основном. Почему? Потому что он чувствует твои искренние намерения. То есть действие любви показывает, что если ты действительно любишь, если ты правда хорошо относишься, то тебе поможет твой человек, да, с которым у тебя, ну, связь, которая является твоей второй половинкой. Но также карта показывает, чью бы ты помощь не хотел принять для себя, там, не знаю, меценатов, спонсоров, инвесторов, деловых людей, власти. Ко всем относись с любовью, ко всем относись по-хорошему. Если ты сделаешь людям хорошее, если будешь идти вот и даже представлять, как ты любишь, да, вот человека, незнакомого тебе, ты уже увидишь хорошее расположение к тебе, когда ты придешь. Даже если ты вот собираешься на встречу с кем-то, кого ты не знаешь, уже окружи его любовью своей. Хорошо, куда вы идете? Эго. Вот вам нужно избавиться полностью от эго. Вы сталкиваетесь с ним лицом к лицу. Это очень тяжелая схватка, так скажем, да. Карта показывает, вы можете столкнуться со своим эгоизмом, с чужим эгоизмом. Когда вы сталкиваетесь с чужим эгоизмом, нужно вести себя как Бог. Для него мы все дети. То есть перед тобой ребенок, который еще не осознал, да, значит, он пусть и эгоист, но это ребенок, который не осознал, ты можешь ему передать опыт, любить, оберегать и научить чему-то. Если ты с собой, со своим эго столкнулся лицом к лицу, это самая страшная схватка, да, и победить очень сложно, так скажем. Нужно научиться принимать все таким, какое оно есть, да. Вам предстоит это сделать, и вы должны проработать своего внутреннего ребенка, и вы скоро это сделаете. То есть вы будете прорабатывать своего внутреннего ребенка, чтобы с ним подружиться. Вот даже вам медитация нужна. То, что вы сначала, видите, сталкиваетесь с эго, примите таким, какое оно есть, это эго, пусть оно будет, и не обращайте на него просто внимания. Как мне все время говорит Владимир Николаевич, не буду я играть в твои игры, да. То есть эго что-то диктует, а вы ему говорите, ну не буду я сегодня играть в твои игры. А иногда диктует, и вы говорите, ну давай поиграем. Ну вот если поиграем, значит это твои дела, твои проблемы, если ты с ним решил поиграть. Внутренний ребенок, медитация. Представляете ребенка, который был у вас в детстве, да? То есть вы были в детстве каким. И вот что бы вы сказали этому ребенку, как бы вы взяли, утешили этого ребенка, обняли бы его. Попробуйте, значит, переиграть какие-то ситуации, где ребенку было страшно, плохо. Раз он напуган до сих пор, может быть. Раз он не наигрался, он может до сих пор не наигрался. И вам нужно вот это все уравновесить. И дальше вы попадаете на праздник жизни. То есть вы будете более счастливым человеком. Вы идете в счастье, вы идете на праздник жизни. Но вам нужно вот с этими двумя договориться, да. И как только вы договоритесь, у вас все начнет получаться. У вас все проблемы, так скажем, уйдут. Ну, вот такой ответ по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Пишите, нравятся ли вам такие философские расклады. И до новых встреч.